Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители. В эфире передача «Страница истории». Передача, в которой мы говорим о истории нашего родного края, рассказываем о каких-то героях, событиях, ну и, конечно же, о наших древних селах. И сегодня мы хотим поговорить об одном селе, по которому, по некоторым данным, 700-800 лет, точнее, никто не может пока сказать. Надеюсь, с годами это выяснится и будет более точное данное. Но будем придерживаться той точки зрения, которой придерживаются историки, что ему 700-800 лет. Это село расположено в высокогорном Лакском районе. Первое село, когда заезжаешь в Лакский район, селение Куба называется. А напротив меня сидит житель этого села, краевед, преподаватель Багиндар Альбеков. Ассаламу алейкум, уважаемый Багиндар. Алейкум салам. Ну, вот по этим данным, что я сказал, что 700-800 лет. Скажите, пожалуйста, откуда взяты эти цифры? И действительно ли этот срок отражает истинное зарождение села? Либо есть еще версии более позднего, либо более раннего зарождения села, когда там уже жили жители? Там, скорее всего, более ранние версии есть, потому что там есть кладбище, Чапурявталу называется, этот, да, Кафирская получается. Это до возникновения ислама. А ислам, Лакский район, как бы, переход ислама получается 779-780 годы. Этот район, более ранний получается. да, более ранний период получается. А это одно единственное кладбище, где есть вот такие захоронения? И как? Расскажите немножко, наверняка вы на них натыкались, что там в этих захоронениях, чем она отличается от мусульманского? Как таково раскопки не вели, просто есть где камни, фундаменты, где было селение, там. Ну, оползни что-то, наверное. Не оползни, в 4 местах, это 4-е место, сейчас которое расположено селение. До этого есть в 3 местах она была расположена. В одном месте, там, как вы рассказывали, это доисламский период. Там и фундамент есть, и кладбище есть. Второе место, где расположено, там, скорее всего, источник. Вода, там родники были, высохли, от этого в другое место переехали. То есть русло поменялось. Да. Из-за этого. А так очень много, можно сказать, 4, 5, 6 этих кладбищ есть. Вокруг села. Вокруг села. И все они имеются. Это одно Чапургаталю, которое до исламского периода, остальные мусульманские летоисчисления. Да, в основном. Там надгробных камней как-то не видно. Вот эти захоронения видны, уже даже камни видны. А как захоронены там? По мусульманским. Не, я имею в виду вот, до исламского периода, который захоронение. До исламского периода захоронены, там камни видны. Камни, да? Да, надгробные камни. А внутри не было такого, никто не заходил, не смотрел? Я почему так подробно спрашиваю, просто это характерно не только для Куба. Вот в Кумухе районном центре тоже, то, что 22 километров на юг от Куба, в Казикумухе тоже есть доисламские захоронения. Там вот на непокойной, да простит Аллах ему грехи, смотритель кладбища, Чарей Михатталь, заднее кладбище, Шавхуев был такой. Он рассказывал, что там были захоронения до исламского периода. Он вообще утверждал, что на этом кладбище 3 рода захоронений. И 3-й это только исламский. Еще 2 периода, то есть это были захоронения разного типа. То есть все же знают, да, и телезрители, как мусульмане хоронят. Выкапывается ниша, и она закрывается. А там, говорит, было одно как комната и в сидячем положении. И еще, говорит, было как в лежачем положении, но только, говорит, он в сторону Иерусалима почему-то, говорит, был направлен. Ну, она как бетонно залитая вот такая была. Такого же плана вот до исламские захоронения в сидячем именно положении мне рассказывали, что есть в старом Зубутлиме-Атли, то что вот в сторону, после Буйнакска, в сторону Кизилюрта, когда едешь, старая Миатли Зубутли, там тоже есть такие же захоронения. Может быть, это возникновение, ну, жители там были в одно время, может быть, какие-то войны, что-нибудь есть, вот какая-то связь с тем временем, какие-то данные, что-то известное для вас? Единственный человек, который там занимался этими раскопками, это был известный ученый
и богослов, можно сказать, Али Каяев, или по-другому Замир Али называют. Замир Али. Он проезжал, люди, которые с ними непосредственно участвовали в этих мероприятиях, как бы раскопках, они рассказывали и передавали нам. К примеру, тот, который участвовал с ним, был старше моего отца, Хаджи, тоже человек арабист, который постоянно до этого, который учился в медресах, окончил медресах, хорошо знал. Он участвовал в этих раскопках, и он рассказывал, говорит, что вот эти вооруженные воины, но в лежачем положении, такие эти могилы находятся в селении. То доисламский период. Ну да, это характерно, вот как потому что я говорил в старом Зубутлюме Атли, там в сидячем положении сидел воин, была, говорит, чаша, видимо, с драгоценностями, и рядом стоял кувшин, говорит. И он тоже, говорит, стоял, смотрел в сторону Иерусалима, ну, в другую сторону, не как у нас направлен на юг, в сторону Хибла. Ну, может быть, более такие глубокие исследования произойдут со временем, и мы узнаем еще больше об этом. Конечно же, о древности наших сел можно говорить очень долго и выяснять это все. Просто были бы данные, но, вот, к сожалению, многих данных нет. Более-менее известные данные это уже с приходом ислама, когда уже все это записывалось, когда историки записывали, и что находится в этом краю, описывали наш Лакский край. Вот уже исламский период, что известно вот с приходом ислама, что там было, как было? Единственное, достоверный тоже как нет. Ну, сохранившиеся, сохранившиеся данные, которые передавали из уст. Вместе с муслимом там говорили, передавали, был Нажмутдин такой, его сподвижник. Он заселился, это как бы окраина района, как бы считалось, и как бы крепость. Он заселился туда, может, один из версий, из-за этого он и назвал селение Куба, как бы рядом с Мединой же есть такой же этот. Да. И там же небольшой малинную комнату, его воины, они жили, говорит, как бы сторожевая или как бы крепость. И оттуда они ходили распространять. Масджид Куба есть в Медине, это мечеть, да? Да. Видимо, по названию такая версия, что название было передано именно от этого, потому что там они, ну, скажем так, и жили, и молились, и крепость. Но если говорить о расположении селения Куба, то действительно она находится на вершине горы. Для меня первый раз, когда я приехал в Куба, было удивительно, зачем нужно было строить по гребню скалы село, и там и проехать не так-то легко. Ну, раньше-то на лошадях были, сейчас на машинах. Вот это расположение, и она была действительно, как я сказал, уже первым, когда заезжаешь в Лакский район, и последним, когда выезжаешь с Лакского района. И наверняка, когда набеги шли не с юга, а с севера, она становилась первым форпостом, поэтому, наверное, и было обосновано, что там построили крепость именно вот, исламские завоеватели. Что еще известно о исламском периоде селения Куба? Может быть, какие-то ученые были известные, проживали в вашем селе? Ученые, известные ученые были во время революции, после нее, до нее. Арабисты были. Ну, понятно, раньше во всех медресе учили. Многие. В медресе было в селении. Обучали Коран и женщин, и мужчин. Потом был известный этот Мухаммад Хади, или Итло Хади его звали. Он и в Булакске работал, говорит. Адием, и Видно в Чечне тоже работал, говорит. Адием. Ну, хотя это судья. Да, судья. То есть он принимал решения, какие-то юридические прецеденты, разбирал, там, судебные тяжбы, может быть, земельные споры, там, семейные споры и так далее. Но был такой ученый Мухаммад Тахир. Да, вот, очень интересная история, я хотел бы, чтобы вы рассказали о этом человеке. Он уже более поздний период, где-то он
70-х годах умер. Мгм. Он работал в селении, потом переехал в Чечню, там работал. Он выделялся своей набожностью, был тарикатским, Муридом был, да? муридом. Часто ездил по зиаратам. И был случай такой, рассказывали, он последний раз, когда поехал на зиарат, знаменитый зиарат в Узбекистан, там его кунаки, друзья. И когда приехал к своему другу, он его не настал уже покойный. Мгм. И его жена отдала ему халат на память о своем друге. Он приехал обратно в Грозный и нашел в этом халате червонцы золотые. Мгм. И он сказал семье, что если бы эта женщина знала бы, говорит, что эти червонцы, она не отдала бы, и отвез этот халат обратно. То есть подумал, что она не заметила Да. червонца и давая халат, не зная, находящийся Да. в червонце. Вместе с ними это дала, да. И он поехал обратно отвезти этот халат. Там он и умер. Мгм. Чеченцы тогда очень как бы отличались, или они придерживались ислама во Мгм. время Советского Союза тоже. Они, чеченская делегация поехала туда забрать его. Даже вопрос стал таким. Те не отпускали, эти хотели забрать. Даже вопрос до первого секретаря говорили, дошло. И тут вопрос поставили таким образом, если вы его заберете, все кавказцы, которые там работают, они тоже вместе с ним уедут. Даже так ребром поставил. То есть они хотели, если его забираете своих кавказцев. Да, которые там работают. И этого человека похоронили там же, на этом же зиарате, куда он ездил. А какой должен быть уровень покойного ученого, да, богослова, такого человека, которого они хотели отдавать? Люди, которые его знали, непосредственно его ровесники, рассказывали, что Ниспат, что Ниспат говорит, что часто вспоминать Всевышнего, он много чая или воды выпивал, говорит, Мгм. чтобы долго не спал, просыпаться, а мгновение дела совершать. И Опять молиться. да, Суннат опять намаз. до того такой человек был, говорит, набожный. То есть вот эта набожность, и узнав об этом чеченцы, и не захотели отдавать, решили баракат этого человека сохранить, получается. Да. И очень уважительно к нему относятся. И в Чечне, и там сверняются. Понятно. Но в истории селения Куба еще есть история ворот с двумя арками. Вы мне об этом говорили. Чтобы не упустить, хотелось бы и об этом услышать историю, что это были за ворота, что за арки и для чего все это было. В основном селение там расположено на границе. С одной стороны там получается даргинцы, с другой стороны получается аварцы. Если по дороге ехать Даргинц, с другой стороны через гору аварцы. Да. Как раз селение тоже расположено на гребне скалы. Там другое. И с той стороны, и с этой стороны стояли, говорит, ворота. И мужчины каждую ночь и там сторожили, и на той стороне тоже стороны, с обеих сторожили. И в основном мужчины, которые в селении, ночью они не спали, говорят, в годика не сидели. Что зимой, что летом, без разницы. Как вы сторожевая это было селение? Ну, видимо, село само тоже, как мы сказали, было задумано как сторожевое село, раз на гребне, и было пришедшими с абу-муслимом арабами сделана и крепость, и название ее Куба. Ну, давайте уже перейдем, наверное, в советский период. В советский период очень много было жителей селения Куба, более 1000 человек. Школа работала в 2 смены. Ну, разные данные есть о том, сколько было скота. Я думаю, для телезрителей это не так будет интересно. Но в основном, чем занимались, это скотоводство. Скотовод. В основном сельчане были скотоводами. Там рассказывали,
когда коллективизация, когда у людей отбирали или отдавали они скот, 94 тысяч овец они только забрали, отдали государству. До этого рассказывали, проблем как такового заката не было. Специально этот определяли народ, люди, которые собирали закат, столько овец они собирали, раздавали, говорит, и односельчанам, те уже отказывались, до того много овец раздавали. И ходили, говорит, узнавать в соседних селах, нуждающихся, и раздавали им. И село, как вы Шарабалу говорили, это жирное село в переводе называется, от того, что они много раздавали, много... То есть, получается, тогда у них уже не было как давать кому закат, они уже в соседних селах искали людей, кому надо дать закат, до того жили зажиточные, и вот этот баракат, видимо, пришедших арабов, и то, что занимались они скотоводством, и увеличивалось поголовье, и они вот так вот зажиточно жили. Зажиточно жили. Если смотреть старинные дома, селения, там каждый дом трехэтажный, четырехэтажный, такие дома стояли. Сейчас-то она развалилась полностью, можно сказать, селение, и народа там осталось очень много. Его постигла та же участь, что и все села, да, нашего района, и не только нашего. Все уезжают на равнины в поисках заработка, и более легкой жизни. Все-таки жизнь в горах намного суровее, чем, скажем, здесь на низменности в городах. Но если говорить уже о советском периоде и становлении, очень много было репрессированных с вашего села, насколько я знаю. Что вам известно об этом? Там рассказывали 37 семей репрессировали. Полностью семей? Да, полностью семей. Очень многие не вернулись, из которых возвращались по 15, по 20 лет, которые в ссылке были, потом возвращались. Даже были такие люди, которые после они в село уже не возвращались. Бунакская, основная масса бунакские. То есть обратно в горы не выезжала, уже здесь на равнине оставалось. Понятно. Ну, говоря о раскулаченных и о создании колхозов, это, конечно, видимо, тогда и были уничтожены все, многие материалы, которые, наверное, пролили бы свет на историю села. А тогда же все, что имело арабскую письменность, ликвидировалось, сжигалось, считалось это борьба с мракобесием и так далее. Создавались ячейки безбожников, которые боролись со всем этим. Насколько сильно пострадало от вот этого всего село Куб? Пострадала духовность по сравнению с другими, у нас сохранилась. И люди, которые при моей памяти даже, я помню, когда человек умирал, человек 10-12 постоянно было, которые знающие читать Коран. То есть погребальные молитвы, которые знали, да? Да, не только погребальные. Прежде чем человека захоронить, они полностью Коран читали. При моей памяти, когда я там учился. А сейчас, к сожалению, в данный момент нету такого. Не получается, только погребальные молитвы читаем, а что Коран читать не получается. Потому что и народа нет, можно сказать, духовность тоже сильно пострадала. Это после 80-х годов. До 80-х годов читал. Да и народ стал нетерпеливый. Быстрее читайте, там на работу надо, там так далее. Никто не хочет долго находиться, читать. Ну, Коран можно читать и дома же, после прихода с кладбища, как в своем узком кругу. Это можно, просто я сейчас, когда думаю, тогда и до похорон тоже читали, и ходили 8 дней дома тоже читали. А сейчас, если смотреть, до похорон человека именно та традиция, которая у населения была. Сейчас ее не читают, потому что знающих людей не осталось. Когда 8 дней ходили, один читал, остальные следили, чтобы он ошибку не допустил. Машалла, смотри. Когда человека хоронят, каждый сидели вокруг, отдельности каждый сам по себе по джузу читал. По джузу читали? Да. По части. Да, действительно.
Ну, вы знаете, если говорить о Лакском районе, то в селении Куба дела с религиозностью обстоят очень даже неплохо. Ваш имам Шахмурат, который не житель села, а которого прислали еще в молодые годы на практику, он вообще житель Юждага, табасаранец по национальности, он приехал, я остался, и уже на лакском говорит, и корову завел, семья у него там, и оттуда не переезжать никуда не собирается, и все его воспринимают как своего. И вот благодаря этому человеку, да, Аллах ему всяческих благ, ситуация в селении Кубан намного лучше, чем в других селах. Я просто был там и знаком с Шахмурадом, и я знаю, о чем говорю. Нам повезло. Ну, повезло, что этот человек попался именно к нам. Ну, еще мало того, вам повезло, вы еще сделали правильный ход, вы его не отпустили. Насколько я знаю, Джамал вцепился в него, пошел в муфтият и сказал, нам другого не надо, пусть он будет. И он остался, честь ему и хвала, и несет, и ведет эту работу. И не только, нужно сказать, в селении Куба, в ближайших селах, где когда нет имама, ну, всякие жизненные ситуации бывают, он ездит, да, в районе. Да, он и районный имам сейчас, пусть Аллах ему поможет в его работе. Я знаю, что он перенес болезни, пусть Аллах смилуется, и этими болезнями смоет его грехи и увеличит дорожа. Я и в школе был, между прочим, знаком с директором школы, тоже ведет хорошую работу. Он в своем интервью тоже говорил, задача это дать хорошее воспитание детям. Он не говорит о том, показатели, там, ЕГЭ или еще что-то, он говорит, дать хорошее воспитание. То есть цель такая далеко, он смотрит далеко. Если человек будет хороший, воспитанный, грамотный, он в любом деле пригодится. Будь то врач, будь то историк, будь то телевизионный работник, он просто добросовестно будет и честно делать свое дело. Поэтому хотелось бы и его отметить в этом и поблагодарить за ту работу, которую он делает. И еще один момент, говоря о школе, нельзя не сказать, в школе стоит памятник Берценаеву, который геройски погиб вот в 90-е годы, когда чеченские террористы вошли в Дагестан и хотели захватить его. Наверняка вы знакомы были с его семьей, Тухумом, родными, близкими. Что это был за человек и какой подвиг совершил, расскажите, пожалуйста, чтобы наши телезрители тоже об этом знали. Я, к сожалению, к стыду своему узнал об этом только когда пришел в Куба в школу, что вот такой человек, вообще Берценаев фамилия больше на аварскую похожа, чем даже на лакскую. Поэтому, видимо, я не знал. Был такой человек, его отец кадровый, военный, он служил в Германии. Этот Берценаев родился в Германии, там два брата. К сожалению, оба умерли. А этот Берценаев получилось так, не в его дежурство, вместо другого ему пришлось поехать туда, в горы, и попался он в засаду. Это было только начало. То есть только когда террористы вошли? Да, только нашли. Это на какой территории было? На Валахской? Они же через Навалахский? Нет, это Цумадинский. В Цумадинском районе было? Цумадинский район. К сожалению, там попались в окружение, отбивался он и вместе с ним двое еще. Там сколько-то, я не хочу соврать, сколько-то этих ран нашли, говорили, то ли 15, то ли 20 чем-то. Короче, до последнего сражались эти люди. Вы знаете, это если провести параллель с теми миссионерами, которые пришли и построили крепость, видимо, вот этот дух по генам передался, и раз этот человек тогда стойко стоял, до последнего сражался, чтобы не пропустить. Тем более не в своем даже районе, можно сказать, в чужом районе. И совершил такой подвиг. Наша передача подходит потихоньку к концу. Но мне не хотелось бы чего-то упустить. Может быть, я своими вопросами не коснулся чего-то того, о чем вы хотели рассказать нам. Рассказывать о селении очень много. В принципе, о людях, о прекрасных людях. О воинах, можно сказать, которые участвовали во всех сражениях. И во время революции, и в боях над Аршахом они участвовали. И в Отечественной войне очень много таких знаменитых, учитывая то, что было пропущено. И очень много таких прекрасных. К сожалению, мы свою историю не знаем. И не изучаем. И не изучаем. И слабо изучаем. Вот это наша ошибка, наше упущение.
Ну, учитывая то, что действительно село было форпостом на границах, в северных границах Лакского района, все захватчики, кто шли с севера, первыми встречали кубинцы и последними отражали нападение тех, кто уже захватил Газикумух. Но последними отражать, конечно, было, наверное, и тяжелее кубинцам, поскольку уже знали, что центр Лаки и Газикумух кем-то захвачен, особенно когда вот на Даршаха шли. Но в летописях есть отражения для тех, кто интересуется историей, могут найти, я думаю, и на родном языке эти в лакских альманахах есть стихи, посвященные битве с Надыршахом, и как это все происходило. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу, так незаметно и быстро. Я благодарю вас за то, что вы пришли и рассказали нам о своем селе. Надеюсь, если мы о чем-то не рассказали, телезрители свяжутся с нами и дополнят наш рассказ. И мы сделаем еще одну передачу. И, может быть, пригласим кого-то из телезрителей, который более лучше знает.